Санкт-Петербурге прошел очередной международный экономический форум, одна из крупнейших деловых площадок, где обсуждаются инвестиции, международное сотрудничество и новые возможности для бизнеса. Среди участников форума был и абхазский предприниматель Симон Агарба, представляющий бизнес-сообщество республики. О том, какие перспективы открывает эта площадка для участников, удалось ли продолжить контакты, установленные на Абхазском экономическом форуме в Сухуми, об этом поговорим в студии. Симон, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Симон, в первую очередь, какие впечатления у вас остались от участия в Петербургском международном экономическом форуме? Вы впервые принимаете участие, насколько я знаю. Все верно, да. Я думаю, стоит начать с того, как мы туда попали, да, и за это хочется выразить отдельную благодарность Торгово-промышленной палате, которая совместно с программой «Новое поколение Россотрудничества» пригласила нас принять участие в этом мероприятии. Я отдельно хочется отметить подготовку Россотрудничества к этому ивенту. Все на высоком уровне было организовано для участников этой программы. В частности, было большое количество молодых предпринимателей, которые за день до начала основного форума начала свои активности. Была возможность у нас познакомиться с другими молодыми предпринимателями из разных регионов и параллельно принять участие в закрытых дискуссиях и мероприятиях, которые были закрыты для обычных участников. Например, у нас состоялся обед с Марией Владимировной Захаровой, что тоже для тех, кто просто участвовал на полях форума, был невозможен. В вопросе о том, что этот форум дает и какую возможность этот форум предоставляет абхазским предпринимателям. Да, насколько вообще важно присутствовать на этой международной площадке абхазскому бизнесу? Мне кажется, что абхазский бизнес нуждается в участии в такого рода мероприятии, в первую очередь для формирования отчетливой картины движения экономики. Россия наш стратегический партнер, наш ближайший сосед. Мы, в частности, зависим от тех процессов экономических, которые в России происходят. И форум — это именно та площадка, где лидеры мнений, представители крупного российского бизнеса, банки, в частности, представители государственного сектора, открыто, честно, прозрачно говорят о том, какие они видят опасения, угрозы, связанные с российской экономикой и в целом о перспективах экономики и стран вокруг России. И в этом контексте, наверное, стоит упомянуть о том, что довольно, когда мероприятия такого формата проходят, иногда складывается впечатление, что такие форматы без критики, без нахождения третьего мнения, и так далее. Но на самом деле все довольно не так. Очень было интересно и познавательно слушать о том, например, Борис Юрьевич, который, кстати, у нас тоже на форуме был, Титов, он открыто говорит об охлаждении российской экономики. И Алексей Мартышев, на сессии которого мы тоже присутствовали, тоже говорил о своем видении того, как из этого процесса охлаждения выйти, и как, несмотря на то, что рост инвестиций в их сектор экономики происходит, темпы этого роста, они, соответственно, в первом квартале 2026 года сокращаются. И это была не то чтобы критика текущих решений, а больше поиск путей выхода из той ситуации, которая сейчас сложилась на российском рынке, в экономике России в целом. И, как я уже говорил, это не может не отдавать отголоски на нас, потому что мы... И, кстати, вы о форуме тоже упомянули, абхазском. На абхазо-российском форуме, на абхазском международном экономическом форуме были установлены какие-то контакты, встречи на полях проходили. В частности, но я хочу это сказать в контексте текущего охлаждения российской экономики. Несмотря на это, то есть в рамках нашего форума все равно были приняты большие решения, как и государственный аппарат Российской Федерации, так и других предпринимателей России, которые готовы с Абхазией работать, и это вдвойне, неприятно, а вдвойне имеет большее значение, учитывая, что сегодня ситуация внутри самой экономики России, она недостаточно однозначна.
Возвращаясь к тем контактам, которые у нас получилось сформировать на форуме, у нас состоялся очень интересный диалог и хорошие отношения с представителями делегации от Саудовской Аравии. В частности, был пока устный заключен договор о сотрудничестве и взаимообмене опытом в рамках девелоперского сектора. Они активно, у них представлены компании, которые активно внедряют AI в строительную сферу. Это, сегодня это очень актуально и для нас тоже, как для компаний, которые частично занимаются этим направлением. Так их программа позволяет внедрять AI на всех уровнях строительства, начиная от проектирования, визуализации, заканчивая подсчетом финансовых показателей и выводом о оптимизации финансовых расходов. Вот мы планируем с ними продолжать эти отношения, обменялись контактами и, по старой абхазской традиции пригласили в гости. Вот, и планируем наращать эти отношения с ними. А также получилось поговорить с Евгением Касперским. Очень интересная и познавательная беседа у нас с ним прошла. Он нам обещал максимально обезопасить наше устройство и обещал... Цифровизации помочь? Нет, они разработали свое программное обеспечение по типу андроида и обещали нам выслать тоже в Абхазию несколько приборов для того, чтобы мы могли протестить их здесь у нас. Это первые приборы без возможного вмешательства извне. Такие первые приборы. Вот. Вот сколько прекрасных встреч, да, сколько возможностей. И интересно вообще узнать, вот вы говорите про то, что говорилось и о проблемах в экономике российской, вообще международную обстановку обсуждали. Но в какой-то степени для Абхазии геополитическая ситуация и международная обстановка влияют... С положительной не хочется говорить точки зрения, но открывает новые возможности. Вот так вот сформулирую. Заметили ли вы? Я не могу не согласиться, конечно. Я как-то уже говорил, когда с вами разговаривали, что мы привыкли, условно, в такой ситуации, в которой частично Россия находится сейчас, мы живем уже довольно долго, и мы привыкли придумывать креативные решения ведения коммерческой деятельности, предпринимательства в Абхазии, которые мы в России тоже уже давно научились за последние 4 года. Более 30 лет креативим. Да, и поэтому есть направления, где возможно сотрудничество. Были определенные разговоры в этом направлении, но не хочется пока вилами по воде, не хочется об этом так пока рассказывать. Как я уже говорил, для нас, наверное, основное, и в целом, как для абхазской делегации, участвующей на таких мероприятиях, это основная возможность понять, какая траектория развития российской экономики, какие тенденции планируются. Вот, например, очень интересное было на выступлении Владимира Владимировича, например, пленарном выступлении Владимира Владимировича, он говорил о том, что остановят понижение порога по НДС на индивидуальных предпринимателей. Это тоже показательно. Это значит, что немножко посвободнее будут предприниматели, себя будут чувствовать. Это такие вещи, которые на нас тоже в дальнейшем российский бизнес будет себя лучше чувствовать, будет хорошо и для нас. Условно, да. При этом, возвращаясь к Борису Юрьевичу, например, он говорил, что все-таки из-за того, что инвестиции в реальный сектор экономики сокращаются, может быть, государству стоит обратить внимание на существующие проекты, на проекты, которые уже показали результат, даже если это небольшие проекты, что позволит поднять вот этот мультипликативный эффект и сократить риски инвестирования в определенные секторы. Вот. Поэтому я думаю, вернусь обратно к нашему участию, и участию абхазской делегации. Конечно, нельзя не отметить сессии, на которых наши представители госорганов, например, принимали активное участие. Вот, например, я был на сессии, посвященной поддержке открытых и добросовестных инвестиций и предпринимательства, на котором выступал генеральный прокурор наш, мой тезка. И
Однофамилец, извиняюсь. Однофамилец, да. Я стала думать. Однофамилец, да. Бурагруппа. И это важно для нас тоже, потому что мы должны понимать, как наше руководство формирует понимание Абхазии и какой посыл они делают в мир о предпринимательстве в Абхазии. Вот. Генеральный прокурор говорил о тех вещах, о которых часто говорит президент. Это то, что мы здесь в Абхазии достаточно открыты перед международными инвестициями, перед предпринимателями. Что они готовы поддержать диалог между бизнесом и иностранным инвестором, чтобы местным бизнесом, иностранным инвестором. Обеспечить безопасность, самое главное. И обеспечить, естественно, да, и обеспечить безопасность бизнеса здесь. Поскольку бизнес, который сюда приезжает сюда с правильными и открытыми намерениями. А как вам кажется, какие, может быть, отрасли экономики наиболее интересны для инвесторов? К чему проявляли больше интерес, что ли? Это, может быть, туризм, строительный сектор? Или, может быть, какие-то отрасли, которые сейчас только-только набирают обороты? Про IT-сектор тоже сейчас в последнее время много говорится. Много говорили об искусственном интеллекте. И в рамках форума, такой большой тематикой форума была интеграция больших российских платформ с банками, международными, российскими банками, для нас они международные. Вот. И, например, о формировании одной общей среды между ВТБ и ВБ Wildberries, или о том, как Озон формирует свою среду, взаимодействует с финансовыми институтами. То есть такой финансово-айтишный, если можно так сказать, коллаборация, вот такое современное слово, коллаборация между банками и платформами. Да. И говорили о реальной экономике, о тех трудностях, которые реальная экономика переживает. Вот, например, на сессии, посвященной перспективам развития реальной экономики, говорили о замедлении роста строительства, что девелоперство и строительство, что за собой ведет снижение спроса. Вот, например, генеральный директор Северстали говорил, что снижение спроса на металл, и как бы это с собой таким снежным комом несет последующие последствия, да. Вот. И есть большая надежда, я как понял, у представителей российского бизнеса, что в этом году будут приняты определенные решения, связанные с потеплением, в холодильнике будут крутить немножко и температуру регулировать. Температуру будут немножечко повышать. Вот. Были ощущения, что есть такие внегласные понимания на полях форума. Вы как финансист, Симон, я хочу спросить и про укрепление рубля, да? Эксперты говорят об укреплении рубля. Что это для нас может означать? Некоторые говорят, эксперты, о том, что у российского туриста, туризм — это же главная наша отрасль экономики, что могут быть заманчивые предложения, допустим, в других странах. И теперь конкуренция за российского туриста, она будет более жесткой. Как вам кажется, вот в этих условиях и из того, что вы услышали на форуме, какие у вас ожидания в связи с этим? Тут несколько вещей, наверное, стоит сказать. Укрепление рубля не всегда говорит о том, что у человека, у потребителя появляется возможность этот рубль тратить. Вот. Сейчас, например, в рамках форума мы были на сессии с Эмином Агаларовым. Он говорил, что из 50 ресторанов в Москве, которые у него есть, 48 ресторанов убыточные сейчас. Да, и только 2 ресторана приносят какую-то прибыль. Я это к тому, что при снижении покупательской способности курс рубля... Укрепление курса рубля для нас такую большую роль не играет. С другой стороны, мы живем в рублевой зоне, и нашу экономическую деятельность ведем в валюте, но реализуем нашу продукцию здесь в рубле. Да? И укрепление рубля позволяет нам условно покупать товары за границей дешевле. Вот. И в этом контексте и товары, которые в России производят, они же тоже зависят от курса рубля, они могут подешеветь, какая-то продукция может ли подешеветь, или означает ли это, что цены на какие-то товары могут снизиться? Если этот производитель использует международное сырье, если это сырье было куплено в валюте USD или в евро, то да,
условно, у этого, если коротко, то у этого производителя есть возможность производить товары дешевле. Будет он их дешевле производить или нет, это... Что-то приятное для слушателей хочется. Все-таки цены снизятся, ситуация улучшится. В контексте Абхазии, и вот, как я уже сказал, и о нашей внешнеэкономической деятельности, да, я пример просто себя привел, так как мы этим активно занимаемся. Да, мы как бы... Укрепление рубля, это... не равно, но значит, что у нас есть возможность цены предоставить ниже, да, так как мы товары из-за границы везем. А в рамках России укрепление рубля только играет большую роль для тех производителей, если мы о реальном секторе сейчас, не о финансах, для тех производителей, которые используют сырье международное в своем производстве. Рубль, он не только по отношению к доллару укрепляется, он параллельно ко всем валютам укрепляется. И не сырьевая база, а материалы, используемые в процессе производства, они и из Китая едут, и не только в валюте USD торгуются, да. В этом контексте тоже возможно понижение стоимости товаров. Вот. Хочется, конечно, возвращаясь к форуму, чтобы, и это, наверное, минус наших предпринимателей местных, более активное участие в такого рода мероприятиях. Я думаю, над этим нам стоит в следующем году поработать. У нас ассоциация, кстати, на полях форума было подписано партнерское соглашение, насколько я понимаю, между ассоциацией «Деловая Россия» и вновь созданной ассоциацией «Деловая Абхазия», если меня не ошибаюсь. Для нас это новость, будем узнавать, что это за ассоциация. Я не ответственный человек, конечно, об этом говорить. Я думаю, вы можете пригласить Романа Кочарява. Ассоциация предпринимателей у нас. Да, они переформатировали, и я как понимаю, у них очень хорошие отношения формируются с российской организацией общественной «Деловая Россия». Вот. И я, насколько понимаю, они в рамках форума подписали такое соглашение. Вам стоит, я думаю, с Романом тоже побеседовать. Роман часто у нас тоже, не часто, но бывает у нас в гостях. Обязательно к этой теме тоже вернемся. Но вот что надо сделать, чтобы абхазский бизнес был больше представлен на вот таких международных форумах и площадках? Слушайте, это больше вопрос к нам, наверное, и к лоббированию участия в таких мероприятиях. Понятно, что для бизнеса это не бесплатное участие, да, но есть разные способы, вот, в частности, как мы по приглашению, либо кооперироваться в рамках ассоциации и уже путем получения приглашений от администрации президента, может быть, Республики Абхазия, потому что хочется, чтобы наша деловая активность, она, особенно у тех предпринимателей, которые успешно реализуют свои проекты в Абхазии, чтобы она была более обширной, чтобы они могли видеть и учиться у тех, у кого это получается. Может быть, не лучше, но по-другому. Симон, но не могу вот в конце нашей беседы не сказать про некий скептицизм, который в обществе есть об участии в этих форумах и различных площадках. Это не только бизнеса касается, но и там парламентариев, и наших официальных делегаций, что в обществе не все понимают пользу. В чем вы видите, вот если вот подытожить все, о чем мы успели поговорить, в чем главная польза? Я не могу говорить о том, какая польза для участия у представителей государственной власти. У них параллельно есть там свои площадки, где они ведут переговоры. В частности, я, насколько понимаю, в этом году у Бадыры Зуравича были переговоры с главой Санкт-Петербурга. Они там подписание у них даже, по-моему, было какое-то. Я не знаю. На Петербургском форуме, кстати, соглашение о запуске аэропорта было запущено несколько лет назад. Да, вот, в частности, да. Принималось это решение. То есть это такая для них, наверное, такая возможность укрепить уже существующие связи с представителями государственной власти Российской Федерации. А они там обширно представлены. Там, если не пополам, то, возможно, даже 60/40, да, потому что это все-таки больше о том, куда экономика идет, а без участников, без тех, кто принимает решения, сложно говорить о том, куда экономика идет. Да. Вот. Для предпринимателей это больше возможность, как я уже говорил, определить тенденции развития экономики в России, которые на нас тоже отголоски дают, понять, куда крупные компании движутся и каким опытом они могут с нами делиться сегодня.
Вот если как-то суммировать, то, наверное, так. Я забыл важную вещь сказать тоже, быстренько тоже это упомяну. Мы участвовали в сессиях межгосударственных с участием предпринимателей тех стран, например, Россия-ОАЭ, Россия-Китай, да, и там как раз тоже наряду с представителями власти, тех же, например, Эмиратов, были предприниматели, они участвовали в панельных дискуссиях тоже. Вот. Интересно для нас было услышать, что у России-ОАЭ и Россия-Китай есть фонды свои, в рамках которых они инвестируют в третьи страны. И здесь, наверное, нам, учитывая наши соседские и стратегические отношения с Российской Федерацией, нам стоит подумать о том, как мы можем с этими фондами тоже разговаривать, и как мы можем... они в Африку инвестируют, в третьи страны, почему бы и нам не попробовать, да, стать одним из пунктов, куда эти инвестиции могут прийти. И в заключении, почему нам важно рассматривать иностранные инвестиции в целом, бизнес и иностранные инвестиции – это способ международного признания. Потому что сначала с тобой начинают работать, чтобы посмотреть, насколько сильно можно тебе доверять, а после тебя начинают признавать как государство, как человека, как предпринимателя. Как субъект. Да. Поэтому мне кажется, что плюс появляются необходимые лобби-группы, если у вас бизнес с предпринимателями из Китая. Эти же предприниматели из Китая будут заинтересованы в том, чтобы отношения между Китаем и Абхазией только расцветали. Вот. Поэтому такая площадка, как форум, позволяет первые шаги в этом направлении делать. Но если вот про Африку говорить, там и демографическая другая картина, и ресурсы другие. Чем Абхазия могла бы быть интересна, допустим, для таких стран, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты? Что мы можем сделать? Вы говорите, хорошо было бы привлечь этих инвесторов в страну, но что нам для этого нужно сделать, и чем мы обладаем? Каким потенциалом? Тут нужно, садиться предметно разговаривать. У нас есть правильные, на наш взгляд, возможные инфраструктурные маршруты. Мы сами ими пользуемся. Сегодня из-за вот маленький пример, из-за перегрузки порта в Новороссийске наш порт становится все больше и больше привлекательным. Вот. Это, наверное, первое, что может быть интересно. Второе, это, понятно, с охлаждением инвестиций в мире в целом. Первое, что страдает, какие сектора страдают, это сектора, которые предоставляют услуги выше среднего категории. Это как, туризм специфичный, более дорогой, ресторанный бизнес. Вот. Но этот сектор тоже у нас может быть интересен. То есть логистика, туризм. Да, и тот сектор, на который мы, например, смотрим и видим будущее, это медицинский туризм. У нас есть наш сосед и партнер, которого нужно обслуживать, который сегодня активно участвует, люди, проживающие в России, активно участвуют в медицинском туризме за границу, в Турцию, в Германию, до последнего времени в Израиль. Вот. И это то, на что, нам кажется, можно сделать упор для Абхазии тоже. А там вокруг и начинает как снежным комом нарастать и другие отрасли, когда вы в это начинаете вкладывать. Плюс медицинский туризм позволяет во все сезоны осуществлять прием границы граждан. Сезона расширить и сделать круглогодичным то, к чему мы... именно так. Ну, тут вопрос, конечно, в технологиях, помимо создания какой-то базы для отдыха и так далее, и для развития этого. Но тут и в специалистах вопрос, и в технологиях. И для наших слушателей, Симон, хочется объяснить, вот вы занимаетесь разными видами бизнеса, чтобы люди понимали, с кем мы имеем дело, с кем мы говорим. В двух словах, какие направления вашего бизнеса? У нас в Абхазии неприлично о себе говорить много и хорошо, поэтому если коротко, мы занимаемся торговлей оптово-розничной. Это разных категорий товаров. В частности, у нас сети аптек своих в рознице и магазины, которые мы первые недавно запустили. Вот. Занимаемся девелоперской деятельностью. У нас несколько проектов строительных. И мы, кстати, франшизу завозили сюда. Вот есть такой магазин «Чакра», может, знаете, где ботанический сад расположен. Это международная франшиза, у них порядка 70 магазинов.
В рамках этого мы кофейню открыли. И в аэропорту, кстати, тоже первую кофейню после открытия аэропорта тоже мы запустили. Сегодня там работает наша кофейня «Чакра». Много интересных направлений, на самом деле. Почему так приходится быть специалистами во всем? Ну, потому что рынок достаточно ограниченный, и очень много направлений, которых у текущих предпринимателей руки не доходят. И, в общем, за что не берись. То есть много незанятых ниш. Они заняты, но заняты, не оптимально заняты. И это, на мой взгляд, то, что может любой сегодня сделать, то есть взять какую-то нишу и попробовать эту нишу занять, придумав или внедрив что-то кардинально новое, что другие не делают. То есть, с одной стороны, это окно возможностей для начинающих предпринимателей. Да, однозначно. Плюс вот мы говорили, просто у нас время заканчивается, мы говорили о программах поддержки. Вот сегодня очень много программ работает государственных. Как раз здесь есть хорошая возможность у абхазских предпринимателей и получить поддержку, и принять участие, и войти в тот бизнес, который уже работает, но не работает так, как он мог бы работать. Симон, спасибо, что были с нами в студии. Благодарю. Спасибо вам. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был предприниматель Симон Агрба. Мы говорили об участии абхазской делегации, абхазских предпринимателей в Международном экономическом форуме.